Куманный царь, повелитель гинекологического кресла, пожиратель тортов. Иса, Кельманда. Я пока определился только то, что я гетеро. Без жены, без второй половинки я сижу, дуа окудым. Бу сенің қысметің. Я беру цветы, поворачиваю голову, а здесь джами. Я никогда не искал королев, я пытался их делать из тех, кто был рядом со мной. Я буду всегда с тобой. Останься, я исправлюсь. Той дармага. У Мемета в пещере посмотри, там рисунки на стене. Нам тоже надо. На, вот, возьми уголечек, рисуй. У меня есть сковородка, хорошую сковородку себе взял. У каждого крымского татарина дома есть галоши. Нету к ним никакой толерантности, жалобы. 365 дней в году я остаюсь мужчиной каждый день. Я хочу, чтобы меня звали как Ису. Я недавно понял такую штуку, что у каждого человека персональная переносимость кофеина. Вот ты говоришь, ты выпил кофе, и ты не можешь спать. Я вчера в 10 часов вечера заварил себе кофе, выпил и уснул. И не просыпался. Вот такая штука. Ну, это же еще от твоего настроя зависит. Может, и на протяжении дня. Настрой на сон? Да. Ну и усталость все равно. Не. Усталость присутствует, хоть и толком не работает. У тебя дети есть? У меня дети есть. Мы сейчас про детей поговорим. Вот. Про моих. Так, сейчас, подожди. Нет, ты знаешь, на самом деле это не то, чтобы там, типа, вот дети есть, и поэтому я вечно уставший. Нет, это все ерунда. Там самое главное, чтобы не один был. Они вот так вот рождаются, и потом все друг друга смотрят. Да, сначала роди нянечку, потом лялечку. Да, да. Поэтому ты когда видишь вот этих вот многодетных мам, которые говорят, ой, так устала, они все врут. Да. Дети у них самокатом. Женщины вообще любят врать. Да? Ты это понял, да? Да. Кстати, Яланджила. традиционный вопрос, когда Аллах смететей. свадьба, как Я всегда говорю жениться? Я всегда говорю Аллах смететей, потому что, действительно, есть моменты, которые не от нас зависят, и я в ожидании, что вот оно вот приземлится на меня. Ты сразу такой хитрый был, да? С самого детства, Да. Получается. Потому что... По сути, вот смотри, мне многие говорят, Иса, тойларда уласын, Да. неужели не видишь? Я на свадьбе настраиваюсь, чтобы все инструменты, все рычаги, все детали одной машины в целом хорошо сработали. И я в данном случае как водитель, я должен смотреть на дорогу. То есть, если ты будешь смотреть на обочину на девочек в коротких юбках, то ты попадешь в ДТП, да? И здесь есть риск того, что где-то можно облажаться и что-то запороть, да? И в этом плане я не столько смотрю на девочек и говорю им, кызлар, А мужчин чуть-чуть сами глаза открывайте, видите, возле музыкантов агрова контролирующий человек, Да. рулевой, стоит вот сокровище на поверхности. Обычно по сути, да. пираты, они искали сокровища, они его копали, раскапывали. Здесь уже на поверхности лежит, вот придите, заберите. Нет, уже скоро его обратно закопать надо будет. Ну, пойдите заберите, это с квартиры должна быть тогда девушка. Ну, хотя бы, да, и с машины. И с машины. И желательно заработок 1150-200. Ну смотри, на самом деле, вот честно говоря, да, когда говорят, что вот, нету, да, вот как-то мало или нету, вот вообще ты по селам ездишь? Сколько там наших этих девушек красивых? Там достаточно. Просто, возможно, нету какой-то химии, нету искры, и, может быть, я не был готов к этому. Вот по сегодняшний момент. Может, и сейчас не готов. Угу. Мне кажется, что человек ко всему созревает, и все ему дается, все в нужный момент, в определенный момент. Если бы все люди женились в 20 лет, то это было бы не так интересно, да? Кто-то женится в 35, кто-то в 40. В 40 лет, говорят же, мужик может стать и отцом, и мужем, и дедушкой может стать, да, неоднократно. Если вторую жену возьмет, то да. Я неоднократно вел мероприятия, где бабашке там 40 лет, он уже дочку женит.
Ему 40, Звучит Да. чуть страшно, да? да. Мгм. То есть у него уже через год он уже дед, И все уже там, да. на пенсию. Ну, уже карбабай он, Ну, можно ты же сказать. не хочешь дедом становиться, я так понимаю? Ну, Есть такое? физически не хочу становиться, а вот статус деда, как у людей, которые в свое время вовремя, наверное, не то что вовремя, а им посчастливилось вовремя встретить свою вторую половинку и создать семью, родить детей, и они в 40 лет то, что становятся карбабаями, мне кажется, это идеально, потому что год из года я прекрасно понимаю, я где-то прихожу к друзьям своим и играю с их детьми, и они ко мне: тебе вот тоже надо жениться, ты когда детей родишь, как с ними играть будешь? Я спокойно детей подкидываю, хотя я там, бывает, в некоторых ситуациях у друзей, когда прихожу в гости, я постарше, чем они. Бывает на 3-4, бывает на 5 лет. Просто у меня какая-то есть физическая форма и подготовка, что я могу подурачиться, и у меня не будет отдышки. Мгм. И я хочу как бы этот момент продлить максимально на долгое время, чтобы не то что оставаться молодым, а просто оставаться в физической форме максимально долгое время, потому что для нас, мужчин, мне кажется, ну, это имеет значение. Ну, мне по кайфу, когда я могу через забор не обойти его, как друзья, а перепрыгнуть. Да. Тебе уже 35. Ну, вот 35 будет. Да, тебе 34. Я говорю, ну, Тебе в этом Я- году 35, да? будет 35, да. Но ты еще не сильно так переживаешь вообще? Есть такое По переживание? поводу... Ну, вообще, то есть, я так понимаю, что в своем теле ты себя комфортно чувствуешь. А вообще, вот так в целом, там, ну, как По знаешь... поводу, имеешь в виду, семейного Ну вопроса, да, что я переживаю? да. Я сейчас не говорю про то, что, типа, знаешь, ну, почему ты не женат. Ну, как бы По, понятно. по моей жизни я скажу, что всегда мне во всех вопросах, где я затруднялся, и я думал, что уже крах, больше ничего не будет, мне всегда Аллах помогал, ты знаешь, и все, что у меня есть на сегодняшний день, я вот благодарю Аллаха за каждый момент, за каждый рызк, который он мне давал в свое время. Это в 14 лет я понял, что надо уметь видеть знаки. Мгм. У меня братишка должен был выйти на берег, торговать кукурузы на Так. берегу. Самсой, тогда слоеный самсой, трубочками соседка пекла, мы должны были продавать. Он как бы В песчаном. на 4 года младше меня песчаное и рядом береговое. Коншем должна была готовить это. Мгм. Братишка должен был реализовать. Братишке 10 лет. Он у меня такой шустряк, кадам догмаш мой. Он шустрый такой пацан. Я всегда был более рассудительный, более разговорчивый, более сглаживающий конфликты и такой. Больше на, Ну, разговор. больше на Да, дипломатию. Да? да. И в этот день у нас в Коймазде, короче, чобан, пастух, изрядно даванул Ну да, на понятно. глотку, Да. наступил себе и Ну, выпил, да, получается? выпил, набухался. Набухался, да. То я думаю, Короче- ты забыл это слово, что... Да, короче, он прибухнул, и пришлось моему братишке, который вывел с утра айванов, у нас было 5 коров, сейчас 3 у нас, Анашка смотрит меньше дома. стало, получается? Ну, да, меньше. Ну, просто уже меня дома нету, столько молока не надо. Понял. Братишка вывел коров, и он остался как пастух. А раз братишка мой пообещал, то я, как старший брат, должен вместо него выйти и помочь реализовать. Да. Я возвращался, вернее, вернулся со стада, кадашку там оставил, он остался как пастух, я вместо него вышел на пляж, и первый мой поход на пляж увенчался тем, что у меня получилось неплохо реализовать. На то время я заработал 6 гривен. Так. 6 Год гривен, какой? 14 лет мне было, 2003 год. Понял. 2003 Всё год. понял. Ну, для пацана 6 гривен это было как бы Это первый твой день. чистый заработок? Это мой чистый Да. заработок был. Причем меня должны были встретить, но меня никто не встретил. Мне должны были показать, мне никто ничего не показал. Я пришел, сориентировался по местности. На следующий день
я догадался, что 2 сумки таскать тяжело, можно 1 сумку таскать с собой, а 2 коробку с этими самсушками оставить продавцам, которые стоят, и взять у них кукурузу, к примеру, реализовать. И у меня было в ассортименте уже кукуруза и самса, потом я добавил еще семечки, и я вот так ходил по берегу, и заработок, он постепенно увеличивался. Да. Со временем до 24 лет, практически до 24, я каждое лето зарабатывал на пляже, торговал кукурузу. С утра до вечера я был на пляже. Вечером я с друзьями в клубы тусили, отдыхали. Всегда я был за рулем. Ну, там, с 17 лет я как получил права на свое день рождения. Я всегда был за рулем. Мои водительские права, удостоверения, моя учеба в университете, моя одежда, проживание, практически все, ну, я тянул сам. И где-то, когда я уже не справлялся, ну, бывало, да, тяжело, мне помогали родители. Ну, вот мне выделялось там 50 гривен на неделю, 10 гривен доехать с Виллина до Симферополя, 10 гривен обратно. И на маршрутку, по гривне тогда маршрутка была, Да. потом сделали гривну 25, гривну 50 и так далее, да, пошла вверх цена. Вот когда было 30 гривен я тратил на это, на дорожный, на транспорт, 10 гривен я тратил на 3 буханки черного хлеба, дарницкий был такой, 3 гривны 10 копеек он стоил, вот такой хлеб. И мне хватало его ровно до утра пятницы. С дома я брал 1 рулет бурма, 2-слойный, тавада этальген, 6 литров шорба, 2 литра катыка, 3 литра суд, молока, каймак, литрушечка и татараш. Вот это все мне хватало до четверга. Я занимался спортом, изначально я на физвоз поступал, но не поступил. И вот это все я съедал до четверга. В четверг вечером и в пятницу с утра я на мивине. Вечером я приходил вот такой домой, Анаша, мага. Анашка мне всегда поляну как накрывала. Это при том, что ты уже вот такой был. Я весил 69 900 до 24 лет. И выше у меня вес 70. Ну, аппетит как бы был, да, у тебя? Аппетит у меня всегда был. Вот я садился покушать, и среди моих друзей я ел всегда больше всего. И они говорят, вот когда Иса садится, надо экзорциста вызывать. Сейчас уже у меня чуть меньше аппетит. Ну вот на те времена я не ел, а жрал, можно сказать. Ну тогда и научился, потом переехал на квартиру, где не был холодильник, научился уже готовить. В общем, у меня 3 буханки хлеба уходило, 30 гривен. 10 гривен я откладывал на спортзал. То есть 30 гривен транспорт, 10 гривен хлеб, 9 гривен 30 копеек. И почти 11 гривен я откладывал на спортзал. Тогда он стоил 40 гривен. Я вот ходил на тайский бокс, занимался. И шаг влево, шаг вправо, то есть затрат никаких больше не было. Я с утра выходил, шел, где-то, если на маршрутке доезжал до сельпо, в сельпо конфетки закидывал, чтобы перебить аппетит. С утра поем плотно, потом конфетки, духами попшикаюсь и иду в универ. Все. Ну вот, вот Так, такая. подожди, ты сказал, что... До 24 я Да. на пляже зарабатывал деньги, на этом я там и учебу где-то оплачивал. Когда уже не тянул, мне помогали родители, братишка с сестренкой тоже как-то были моменты, что они мне даже, ну, как скажем, да, аж такие воспоминания есть, когда реально не было денег. Ну и, да, понятно. Где-то мне Кадашка, который на 4 года младше, он мне подошел и говорит, агам, тебе на неделю деньги. Ну, то есть такие моменты были, что укрепляют, да, вот Ну, конечно. да. братские отношения. Сейчас не забываешь про него? Ну, мы всегда друг друга поддерживаем, и Селимешка меня поддерживает. Вот, кстати, мы с ней сколько проектов делали на 18 Да, мая. да. Всегда стихи она пишет, я ей как бы говорю свои мысли, то, что хотелось бы, она это все может уложить в стихотворной Да. форме и максимально на доступном и понятном
крымско-татарском языке, да, там, то есть не сильно углубляясь Не, в да, литературные слова. Я, кстати, видел, да, это интересно. И вот сейчас тоже мы планируем на 18 мая пару проектов, где тоже она как бы свою руку приложила. С ее стороны тоже согласен, ну, всегда есть поддержка, что с ее стороны, что со стороны Киев Бала. У меня тоже уже как братишка, даже я Киев айтмагат телем бурулмай, Шевкет, Да. он у меня вот Шевкет Кадам подписан. Ну, как бы это семья, это наша опора, да, вот от них я вижу всегда поддержку, и меня это как бы Но двигает. у тебя в семье вообще нормально было всегда? Комфортно было в семье? Ну, как сказать, были, конечно, Ну, эмоционально, вот как? сложные моменты, были у нас, с нами жила Рамет Лебитам, отца, мать, Садыха, и ее родная сестра Айше. Биташка вот в 14 мне было, в 2003 ее не стало. От нее мы, наверное, и Селиме, и я, и Исмет, когда выключался свет, по 2-3 часа мы сидели, слушали вот эти все рассказы, Да. масалы, лятифелер, эфсанелер, и Биташка где-то что-то сама придумывала, где-то что-то рассказывала с каких-то источников, и начиналось «Заман, экенде». М. И очень красиво Биташка у меня повествовала это все. За счет этого, наверное, мы где-то и язык знаем, да? Ну, у тебя же сейчас язык, Ну, получается, из семьи у тебя да, язык. да. И, ну, у меня и бабам, и анам в этом плане достаточно строгие были. Но отец у меня очень строгий был в детстве. Там Ну, как ты понять говоришь, строгий? подай, баба, алберн мясорубканы, анам чеберекает. Он вот будет просто сидеть, анашка сидит, молчит, пока ты не вспомнишь, что мясорубка это кыма машинасы, он не будет обращать внимания. Когда сказал баба, она, баба мештмей мені, я сен не айтасың, мен айтам, албер мясорубканы. И говорит этот, ну, вот типа, мясорубка нас olacak татар жақ, кыма машина. Бар айт, баба, алберін кыма машинаны. Бабашка раз подал, я сел, покрутил мясо, и вот чебереки мы поели, да? То есть такой момент. 3 предупреждения у меня всегда были. Любую, вот я чиню велосипед, у бабам у меня педант. Вот у него все по полочкам. Здесь гроверные шайбы, здесь плоские шайбы, здесь гайки на 8, здесь гайки на 10, зубило, все, Ну, ключи от 5 до 81, вот так все на гвоздике все висит. Вот так. И я беру, бала олганда, конечно, ты это починил, Раскидал? велосипед перевернул, колесо крутнул, крутится, все, сел, инструменты оставил. Слышу бабам, Иса, Кельманда. Я приехал, вон кандан алдың, кель. И он начинает, мне вот идет в гараж, ключи с собой берет и пошагово, вот мызмыз, это, наверное, Я другой мызмыз. каждый мужчина по своей сущности, ну, наверное, с возрастом становится мызмызом, когда хочет что-то и правильно донести, и, наверное, чтобы какой-то результат получить от своей работы, надо быть мызмызом. Иначе, иначе не будет результата. И, ну, видимо, бабам хотел в нас вложить, ну, воспитание такое, чтобы не было стыдно ему, да, что... И он начинает объяснять, мнабон мындан алдың, мына берге қоясың, мына более етесің. Я говорю, баба, мен... Говорит, мен білмеймін, қандай сенде зынжыр үзілді. И говорит, дыңле соңына жүк. Раз, зашел, все показал, я понял. Второй раз то же самое. Я уже на середине пути, когда он ведет в гараж, я уже думаю... Третий раз такая же история с промежутком там 2-3 недели, месяц. Третий раз, когда я уже в начале, он, Иса, я уже понимаю, начинается. Я уже еду домой, велосипед оставил. Не, баба, кель. Я говорю, баба, мен аңдадым. Yok, дыңли. Рассказал все. И в конце говорит, соңында
жаның ағырмасын. Мен саған 3 кere айттым, яқшы. На 4-й раз, Уже котик. да, уже, ну, и такой солидненький был шамар. И я вот стою, получаю шамар. Биташка говорит, айтса бабам, башка оле этмейджем. А я шамар получаю, никуда не ухожу, я всегда вот, ну, На характере. ну, мазохист или как сказать это. Не боялся, да, этого момента, что я говорю, бита, ялан айтып боламайым да. И получал вот так. Но согласен, я как бы за счет вот этого, наверное, пошагового воспитания и вот пошагового объяснения я со временем и сам стал таким, что вот, к примеру, приходишь, и ты понимаешь, да, на мероприятие, что пошагово видишь, где-то все начинают на суете. Вот она начинает тебе, там, хозяйка одно говорить, здесь сестренка другое подходит говорить, здесь артисты звонят, здесь еще что-то, и ты понимаешь, так, стоп. А почему к тебе все говорят? Ты же ведущий. Ну, на крымско-татарских свадьбах роль ведущего не столько как роль ведущего, как роль координатора всего мероприятия. Можно спустя рукава провести просто как ведущий, даже на агрова, вот, да, когда очередь стоит, не контролировать ее. Но что будет, если не контролировать агрова? Я знаю, что будет. Да, то В 2 есть, часа ночи торт будет. вот. А мы же хотим, чтобы у людей было максимально правильное восприятие слова «той». Той дармага, да? Той дармага ашларнин, той дармага ойынларнин, чтобы адамлар рат евге кетсін. Есть академический час, который идет 45 минут, и он не давит на мозги. Это Вот какой-то в начале? Когда Вот после 45 минут агровы люди уже начинают, вот можно просто заметить вот это хаотичное движение, что перекуры, даже женщины выходят, что-то начинается. Должна быть какая-то смена действия, должны быть массовые танцы. Опять посадили люди после массовых танцев, должны посидеть, отдохнуть, подышать, что-то сделать. Отдохнули, кайфанули, опять что-то делать, и это должно с ними постоянно какая-то смена должна быть. Если этого не будет, то, ну, теряется, да, вкус вот мероприятия. Если все однообразно сидеть, 3 часа смотреть, как там МДшка с Тизешкой уже 80 потов сошло, и здесь Пакизе-Тата выходит, там долю воровскую заказала, и она пляшет там, пока всю песню не оттанцует, не уходит, а там 300 человек. И ты понимаешь, да, что... Ну, а бывало же такое, что человек просто продолжает плясать, даже если музыку выключает? Бывало, но обычно лучше такому человеку не перечить. Да-да-да, пусть он дотанцует. Лучше вытерпеть, сгладить и аккуратненько уйти от конфликта. Острые углы должны быть сглаженными. Да. Никто никогда не скажет, что МДшка невесты виноват. Все всегда скажут, а зачем вот ведущий его ударил, или там толкнул, или нагрубил ему. Никто никогда, вернее, скажут, но потом даже люди скажут. Ну, можно же было. Он красавчик, но лучше позовем вон того, он не так сильно ударит МДшку, потому что МДшку надо будет по-любому. Ну, все же знают, что этот МДшка, вероятнее всего, сегодня получит на свадьбе. Ну, все же это знают. Да, ну, обычно в моих случаях у меня очень большой сабр, обходится таким, что я всем улыбаюсь. Ну и занятия спортом и тренировки регулярные, постоянные, когда ты чувствуешь в себе силу, чувствуешь, что ты в тонусе, тебе напротив человек стоит, что-то говорит, от него летит морковча, люля, вот это все тебе в лицо летит, и ты понимаешь, тебе его жалко. Куда можно ударить, чтобы его сломать? Да? Условно. Да, но ты это не делаешь. Пошел в зале агрессию, скинул. А гнев. Музыкантах? Да. Идем, Агам, на секунду. Нет, там у нас музыканты на самом деле крепкие ребята, с ними лучше не шутить тоже. А вообще, вот этот момент в зале скинул, гнев. Ну и регулярно с утра у меня начинается утро с того, что я принимаю, сначала теплый душ принял,
там, где есть растительность, вот только лицо, да, там бороду шампунькой каким-то там этим чем-то сделал, обработал, убрал, и где-то минуту я стою под холодным душем. Вот насколько он там идет, холодный. За счет этого организму задается стресс, уровень кортизола падает, и уже на протяжении дня меня подрезали на машине, меня кто-то задел плечом, мне наступили на ногу, мне нагрубили, что-то сказали, я просто с холодной головой. И все. Ну, то есть восприятие такое. Тренировки — это тоже хорошая история, хорошая тема. Мы про нее тоже немножко поговорим. Но вот смотри, давай вот про свадьбу немножко. Вот ты свадьбу ведешь 10 лет, да? В 2013 году, ну, я... Первая оплачиваемая свадьба. Оплачиваемая первая свадьба была. До этого было очень много свадеб. На первую мою свадьбу, 16 августа, мне позвонила Эмине Мустафаева. Мы все были в одной команде. Да. КВН «Люди Т», вот мы тогда назывались. И я был прям в этот момент на пляже. У меня в руках 2 сумки кукурузы, на спине рюкзак. Она говорит: «Киса, надо приехать». Киса Воробьянина? Киса, ну, так это уменьшительно-ласкательно меня так назвали. Она говорит: вот они хотят, чтобы ты приехал, и, ну, тебя видят в роли ведущего. А они как-то знали, да, уже? Они за пару месяцев ей говорили, она сказала: хорошо, хорошо, но она знает, что мне надо сказать в этот день, и я приеду. А если бы нет, Заранее Абляз начал раньше вести, и я бы там или Аблязу подсуетил, Да. или кого-то нашли бы, но сам бы не пошел, потому что выйти на 350 человек, по-моему, тогда было... Нет, не 300. Что-то около 200 была свадьба. Потом это уже следующая была свадьба на 350. Я пришел на эту свадьбу, приехал с пляжа, загоревшее В этот же день, лицо. получается. В этот же день она мне позвонила, я говорю: все, ну надо, я на подъем очень вот, ну, позвонили, сказали, я говорю: все, когда? Вот тогда. Ладно, келлером. Выхода нету, ты должен выручить. К ней я отношусь тоже как к сестренке, к Эминешке. Она и в КВНовские годы, и вот по сей день, и она, и Асан. Мы очень близко дружим. Любое время там суток мы можем друг другу позвонить, обратиться за помощью и в 99% услышать положительный ответ, что, ну, нам помогут. Да. Такими друзьями вот, ну, как бы надо дорожить, и когда надо выручить, значит, надо выручить. Она мне позвонила, сказала: надо приехать. Я приехал, провел свадьбу. Вышел я тогда, приехал на шестерке, вышел в брючках командных КВНовских, замшевые туфельки. С секонд-хенда был взят у меня пиджак велюровый за 52 гривны, как сейчас помню. Я в ценах насчет вещей, капец у меня вот память. Ну, ты не зря пришел в этот бизнес. Да, ну я всегда друзей одевал, там кого-то в секонде одевал, кого-то куда-то выходили, я был стилист. Стилист — это тот человек, который сам бы так оделся, если бы у него были деньги. А у них есть деньги, я их как бы одевал, друзей. Никогда на это не учился, но вот так получалось, что я вот вижу, у него есть, к примеру, чуть-чуть лишак на бочках, Да. ему, значит, надо какое-то худи. Если у него большие бедра, значит, ему, ну, уже нельзя Юбка скини нужна. джинсы, да, то ему надо в Ирландию. И я пришел, провел свадьбу, спустился со 2-го этажа Ешеляда вниз, 13 свадеб мне пришли с первой свадьбы. Прям И- вот в этот же вечер? Да, и я понял, что как бы, значит, у меня это получилось, а я переживал, что выйти на толпу, начать что-то говорить, если тебя не будут слушать, это можно, ну, морально можно сломаться. Ну да, ну это понятно. Вот выступал я в жанре стендапа. Но у тебя же юмористическая деформация была, а здесь другое все-таки. Вот мы когда в юморе выступали, самое главное было выйти 5 минут, держать толпу, чтобы вот она от тебя не отвлекалась. И, ну, мне знакомо чувство, когда ты можешь преломиться. У меня было такое, что я, ну, Ты сразу откисал или что происходило? я подавал неуверенно текст, я переживал, и вот я вот
так В принципе, разговаривал. смешно, да. И По сути, смешно, но смешно, подача слабая. но люди не верят тебе. Да. Если ты начинаешь вот это добавлять там на мероприятии, люди думают, что ты не уверен говоришь. Ну, неуверенно говоришь свои слова, и ты в это не веришь. А ты должен максимально, даже если это на выдуманном языке делать, как будто это твой родной, пусть они думают, что они что-то недопонимают, Да. что это он сказал. Но суть того, что ты здесь сейчас в центре стоишь, и акцент на тебе, люди смотрят. Я иногда вот выходил, смотрю, тишина, я просто в микрофон. Алло! Раз люди повернулись, смотрят. Я говорю: о, Джемат, мындай экенсиз, Я, кстати, вот ты меня просто опередил, ты не связываешь вот этот выход с микрофоном к людям, как вот в дикой природе ты выходишь вот на опушку леса и всем говоришь: вот здесь, короче, я хозяин, и все меня слушайтесь. Ты, наверное, не имеешь в виду, что вот как лев, да, типа Ну, ты царь типа, да, зверей. да. Мне всегда было лестно людское внимание. Вот Да. что я выходил по спорту, когда занимался, да, но я всегда был в любителях, никогда в профике не лез, но тем не менее у меня был опыт, что я выступал и по смешанным, Опыт побед есть, короче. больше поражений, скажем так. Но Ну, мудрых поражений. всегда были достойные противники, и я всегда шел до конца. Ну, я считаю, что если ты вышел, то если есть 1% на победу, то я буду выкладываться на 99% возможностей своего организма, чтобы этот процент преобразовать в успех. Иначе, выходить туда заведомо, знать, что ты проиграешь. Мне говорили пацаны там в зале: да нет, он на 15 кило тяжелее. Меня как-то так закинули на несколько категорий выше. 83 килограмма оппонент весил, я был 69 900. Говорит, надо еще раз, 69 800, говорит, надо перевзвеситься, 69 900. Воды Всё попил. подходишь, да. И меня, короче, закидывают туда. Мне говорят: не надо, не выходи. Я говорю: тормозите, пацаны. Вышел, по итогу проиграл по очкам, но смотрелся очень достойно, эффектно. И вот этот момент, когда публика начинает смотреть, кричать. Да. Вначале поступал я в университет Иса Исмаилов. Не каждый администратор или там не каждое место, куда я приходил, могли написать без ошибки. Там или 2 «С», или в конце «К», или в конце Исаак, «Я». в смысле? Да, Исаак, Подходит, или тоже Иса. красиво. И говорят: это полное имя? Я говорю: да, сокращенно «И». Ну, и я постоянно Ласкательно «И». прикалывался. И А, получается. Да. Я постоянно прикалывался, и мне всегда хотелось, чтобы меня называли правильно. Ну да. Ну и по сути, когда ты выходишь, что ты выходишь на ринг, что ты выходишь на свадьбу, ты выходишь, и мне хочется, чтобы все смотрели. Да, я понимаю. Вот. И ты пытаешься развернуть. Если кто-то не смотрит, можно же, как говорится, Как в школе, да? вот так Молчишь просто. провести, знаешь, не обращать внимания. Но я от любого мероприятия должен кайфануть сам. Иначе, деньги — это второстепенное для меня. Я должен кайфануть. Серьезно? Да, я вышел, я от мероприятия должен уйти с легким таким возбуждением, с чувством выполненного долга, что вот у меня все получилось, я кайфанул от этого. Если я выхожу, и люди не слушают, я пытаюсь, я включаю голос, я включаю что-то, я начинаю что-то делать, пританцовывать, разворачиваю, и когда я вижу, что меня слушают, я уже начинаю какую-то информацию давать. То есть для меня это важно, чтобы слушали. Есть люди, которые говорят: ой, не слушают. Программу отработал. Да, там не слушают, что я их буду заставлять? Он вот так говорит, и его там будут слушать. Кому надо, тот слушает. Но так разговаривать на творческих вечерах, да, там, где люди пришли, вечер поэзии, они внимательны. чисто там вечер Пушкина и все. Они заинтересованы. Я хочу, чтобы люди были заинтересованы, чтобы говорили: бақсау совсем не эти.
Раз, повернулись, обратили внимание, пусть я буду серсем, пусть я буду выглядеть лучше неловко, но если это вызывает на лицах людей улыбку и положительный, да, какой-то положительное ощущение, что вот они посмотрели, улыбнулись, проржали, но это круто. Я могу и больно сделать, но лучше я сделаю так, чтобы рассмеялись. Слушай, вот с этим вот поржали, вот, честно говоря, какая-то неоднозначная история у меня, по крайней мере. Но вот я стараюсь и к самоиронии нормально относиться, вообще к иронии, ко всему. И, в принципе, мне понятно все, что ты делаешь. Там в Инстаграме выкладываешь, там как ты себя на мероприятиях ведешь. Но ты не думаешь, что вот этот образ такого, шута не хочу говорить, потому что все... Да, можешь говорить. Да нет, это не шут, понимаешь? Я раньше... Ты же не грустный в жизни. Вот шуты, они грустные в жизни. Ты же веселый в жизни. У меня бывают моменты, когда я, У всех конечно, погружаюсь и могу там что-то такую драму какую-то написать. То есть у меня есть пару сценариев драматичных. Я понимаю. По сути, да. В моем понимании шут — это тот, кто приходит домой, и вот он все вот такой вот грустный. Ты же не такой. Я пытаюсь всегда, да. Вот. Поэтому к чему я говорю? Вот этот образ такого условного шута-весельчака, да, весельчака, который развлекает людей, тебе не кажется, что это мешает тебе найти твою вторую половинку? Вот сидит какой-то пахан, да, там ему 60 лет, и дочка говорит, вот Исабей вот такой интересный, он говорит, ты что, он там, торты ест, ты что? Забей. Вот в этом плане я же говорил, что мне всегда во всем помогает всегда Аллах, и я просто вижу эти сигналы. Первый раз это было в 14. Так когда 14, что произошло на пляже-то? На пляж я вот вышел вместо братишки. Ты в этом, ты поворот имеешь в виду? И я понял, что мне надо быть там. В 24 я понял, что я должен быть на свадьбах. Да. И когда мне заказали свадьбы, я понял, что я должен быть там. В 14 я ехал на это мероприятие на пляж. Я вот упал, у меня вот здесь остался шрам. То есть я порвал себе локоть с перебинтованной рукой. Через какую-то сложность я думаю, уже ничего не получится сегодня, вот зачем я туда еду. Но получилось. В 24... После проведенной свадьбы на обратном пути, со мной поехал мой друг Ахтем, на обратном пути у меня вырвало вентилятор и в водную помпу попал, и меня до 4 утра тянули на буксир на шестерке. Мою шестерку тянули на буксир Виллина, братишки. Я по итогу добрался, мне эта свадьба запомнилась, но я тоже преодолел какую-то определенную сложность, да? И я думаю, вот это вот после каждой свадьбы вот такое что-то будет, какая-то история, что-то там сложность. И я думаю, на следующий-то день я пошел, когда у меня получилось, я сразу купил себе хороший костюм, потому что ты можешь быть конфеткой, но если у тебя фантик так себе, люди будут тоже относиться к тебе так себе. Что-то я, честно говоря, ты наоборот перевернул. Ну ладно. Вот но считается. Мы что-то говорим, по одежке. Люди кайфанули тогда на свадьбе от того, что они меня знали мои мысли. Я провел неоднократно благотворительные концерты, очень много провел бесплатных концертов, провел там такие вечериночные форматы. И они кайфовали от моего поведения, но на свадьбу я боялся, что я приду, вдруг упаду духом или что-то не то сделаю, а как формат, а как что... Я переживал за это, но у меня получилось. И я понял, что вот это знак. Да. Значит, я должен быть, если меня воспринимают мои слова, значит, те, кто меня не знает, я вышел, они должны повернуться, сказать, вышел обычный человек. Я должен отличаться. У меня должен быть образ. Я выходил уже в хорошем костюме, я взял себе тогда дорогие туфли и взял себе сразу микрофон. Взял ложку. Свой личный микрофон. Да. И начал. И потом в 30 лет я чисто случайно попал в поездку в Турцию. Должна была ехать моя сестренка Селиме с Анашкой, но не получилось. Она мне там во время Рамадана говорит, надо, чтобы ты поехал. Я говорю, все, яхшы.
Тизешка еще поедет? Я говорю, хорошо, я поехал с Просто Тизешкой, с туристическая Анашкой. поездка. Да, в первый раз в Стамбул во время Рамадана, 16-17 числа мая мы поехали. Это год какой? Это 2019 год. Ну, недавно относительно. Вот поехали во время Рамадана, 18 мая, мы ифтарим с Анашкой, с Тизешкой. Я отвел их в гостиницу, они разместились. Я очень, как сказать, очень близко к сердцу воспринимаю дату 18 мая, да, наш такой трагичный день, Біздің халқымызға. И все то, что я читаю, я там неоднократно от Биташки слышал истории, то, что они переживали. То, что я читаю, я присутствовал на мероприятиях, где там старые биташечки рассказывали случаи из депортации, да. то, что они видели. Да. И ты знаешь, ну, оно мне всегда тяжело в этот день, эмоционально. Вот на 18 число я вот так чуть-чуть в себя ухожу, и поэтому пытаюсь каждый год, да, что-то, какую-то свою маленькую крупиночку, выразить что-то выразить, чтобы молодежь, возможно, для кого-то я мудак, возможно, для кого-то я король, да. Если ты делаешь что-то, то, что не делает никто, ты либо псих, либо король, да, вот из крайности в крайность. Я читаю пост. После ифтара пошел прогуляться. Я читаю пост, где, по-моему, Мавиле Халил делала пост, где девочка пошагово рассказывает в вопросительной интонации о нам, куда мы идем, что мы делаем, то делаем, это делаем, пятое делаем, что-то. В конце там из 5 братишек, там 3 братишек-сестренок, до сентября это все расписано, там у нее осталось 2, по-моему, она похоронила. В возрасте там, 8-10 лет, что ли, девочка. Я этот пост прочитал, а у меня 19 числа день рождения, но я уже вот с 19 лет не праздную свой день рождения. Просто как бы понятие праздник для меня, оно, не такое пышное. Вот посидеть за чашечкой ароматного каве, да, для меня обычно чай делают друзья. Ну, вот ты сделаешь каве мне сегодня. Для меня душевный разговор гораздо приятнее, чем какое-то там шумное пиршествование. Поэтому... Ты же не пьешь, да? Я не пью вообще, поэтому абсолютно. Ты не понимаешь, о чем говорить. Нет, ты знаешь, у меня 12 человек были в команде КВН в нашей, и бывало такое, что из них практически, кроме девочек, да, пацаны практически все употребляли, один я не употреблял, и вот эта пьяная толпа меня отчитывала за мое поведение, которое я вообще не понимаю, как ты выдержал там. Я на трезвую делал вещи, за которые было стыдно пьяным. Вот потом ты понимаешь, какой этот был момент. Потенциал какой, да? Да. Суть, вернемся, да. День рождения. Я на день рождения не праздную, но Анашке пытаюсь знак внимания какой-то уделить. А почему ты не празднуешь? Ты можешь в 2 словах сказать? Когда-то, когда я еще праздновал день рождения свое, я его ждал там в детстве, еще как-то выжидал. У меня даже однажды вот Рамет Лебитам, она как раз это вот накануне, да, моего 14-летия, плохо стало, она лежала с астмой. И на мое день рождения никто не собрался. Биташка чуть-чуть в себя пришла, она до этого 3-4 дня лежала. Встала, на мой день рождения никто не пришел, я сижу за столом, мне обидно, что никто не пришел на день рождения. Она сказала мне тост, говорит, Балам, она очень грамотно разговаривала, Битам, Аллах рахмет илесин, она всегда находила нужные слова, и говорю же, мы вот благодаря ей, может быть, научились что-то придумывать, у нас вот такая обширная фантазия. Да? Сторона развилась. И она говорит, Балам, вот сейчас шынды сен яныңда бір кімсе жоқтыр,
Ама оле заманлар келер, не вақт то керегіңде чоқ адам олажақ, эркес сенен істер қайд етмеге бұл күнні. Ама бұл күн саңа оле бір қуванчлы олмай жақ. И по сути потом уже, когда я стал постарше, вот 17-18 лет или 18-19 свои я отпраздновал в больших компаниях. У меня за столом был спортзал 1, спортзал 2, качалка, друзья с села, друзья с университета, друзья с рабочих моментов, где я работал. Контингент абсолютно разный. И когда я смотрел, что за столом я хочу выразить вот о чем-то душевном, что-то поговорить, Да. я в оконцове смотрю, что на меня смотрит там 4-6 глаз, остальные все уже, ну, то По есть компаниям своим разбились. у всех свой кайф, и здесь как бы просто момент, чтобы затусить у людей. Может быть, это как-то повлияло. Ну и в целом просто, говорю же, сам по себе момент праздника, для себя устраивать праздник, вот сапожник без сапог, да, говорят, не вижу смысла, и мне просто, ну, не в кайф. Ты знаешь, вспоминать. я, в принципе, вот что-то похожее испытываю в последнее время. Но мне кажется, Взрослеешь что... для Ну, врага. типа того, да. Но мне кажется, ты знаешь, мне кажется, что это все-таки неправильная позиция. Потому что, когда, ну, условно говоря, день рождения, есть люди, которые говорят, что это абсолютно незаслуженный праздник, ты, мол, ничего не сделал для этого, да, и почему тебе должны там дарить подарки или так далее. Мне кажется, что это просто хороший повод встретиться со своими близкими людьми, собрать их, пообщаться, вот как ты говоришь, и просто провести время. Ну, те люди, которые твои близкие, они знают, когда у тебя день рождения? Да, сами приходят. Они могут позвонить или Могут. сами прийти позвонить? Могут. Зачем об этом говорить? А ты вдруг не готов. Вдруг ты спишь в этот момент. Это уже, ну, просто лав, Да? понимаешь? Я считаю так. Захотел, я не поздравляю друзей в Инстаграме, там, фотку. Да-да. Вот, Не в Инстаграме, а в прикольно. Вайбере. Да. Османчик знюхай, хайрлы ашлар, и ты ему не позвонил. Сторис полный, 900 там репостов, а позвонило тебе 2 человека. А ты одиночество не чувствуешь в эти моменты? Нет. Ну, типа, что Я- такой хайвай, а присмотреться некому. То есть не на ком... Сфокусироваться? Да. Все пустое. Вот как, знаешь, как вот нас с байрамами поздравляют, вот эти вот одинаковые открытки, пересылаемые друг другу. Видишь, я опять к вот этой теме Да. возвращаюсь, что Да. у меня восприятие мира такое, Да. что мне все дается с определенной сложностью, но потом это какое-то как облегчение получается. Вот мне 14, 24, вот мне 30-ка исполняется, Да. я 18 числа Анашку с Тизешкой провел, они в гостинице легли спать, я вышел, начитался этих постов, сел, прошел в одну сторону, вернее, сначала прошел в одну сторону, это было 6 километров, ни одного цветочного, Не зная город. ну, там просто по Стамбулу гулять, просто надо ходить. Да. 6 км в одну сторону, 5 километров в другую, вернулся до гостиницы, нету цветочного. Пошел в другую сторону, по центральной улице. Сел, покушал, поифтарил, по темчет, Ну, открыл. поел. Нет, закрыл уже. А, темчет. Закрыл. Дуа окудым, мне 30-ка, время 3 часа ночи где-то, я в 11, ну, Анашку с Сидешкой в гостинице оставил, вышел охотиться за цветами. Теперь я сижу, и за 2 минуты я себя накрутил до такой степени, что мне 30 лет, я в чужом городе, даже не в чужом городе, а в чужой стране, что у меня есть только машина, и то там тут поцарапанная уже. У меня нету дома, у меня нету жены. К 30 годам я ничего не сделал. Нету бизнеса. А что я делаю? Да. Просто выхожу в центр зала и повествую о том, что сегодня будет.
Да. А праздники, как ты сказал, надо чувствовать себя львом, но если я выхожу на поляну, я хочу просто не как лев выходить, выхожу, вернее, я ощущаю себя как человек, который говорит информацию. Ребята, надо вот это сделать, и тогда у вас будет жизнь в шоколаде. А не так, что если вы это не сделаете, то я вас всех разорву, потому что я лев. У меня Смелость, я говорю про смелость определенно. Ты же себя заявляешь. смелость, да, что Все я сидят в кустиках, готов а ты... сказать эту информацию и свою позицию. Да. За это меня не всегда любят, потому что были скопления людей, где было намного больше меня старших людей, но тем не менее я посчитал нужным, мне не понравилось, я вышел, высказал свое жесткое «нет» и сказал, что это неправильно, и это чтобы это перестало транслироваться. Какая ситуация была? Ситуация была такая, что кто-то у нас употребляет алкоголь, кто-то не употребляет. Да. И как-то в гуще таких событий те, которые чуть-чуть уже были горячие, начали доставать телефоны, снимать прямые эфиры. Да. А среди нашей компании были люди, которые просто не употребляют, а кто-то был, который уже такой, понятно. просто чуть-чуть На более веселый и не в своем амплуа, в привычном. Мне пришлось выйти, попросить всех выключить телефоны, там так, и высказать свое мнение, хотя я, по сути, не самый взрослый, но я посчитал нужным лучше один раз быть храбрым, чем 100 раз потом трусом. Сидеть ночью Это прям про храбрость был разговор? Про смелость это была история? Там просто один, смотрю, недоволен, второй, смотрю, недоволен. Прям недоволен, да, жестко? Не жестко, но им неприятно. Да. И я посчитал нужным, что взял на себя, вышел, сделал такой шаг, И по жизни я всегда, если мне что-то не нравится, я выхожу, высказываюсь, говорю, мимо несправедливости просто пройти не могу. Да. Если есть возможность как-то выровнять ситуацию, то я ее пытаюсь выровнять. И тогда за 2 минуты я накрутил себя до такой степени, что я ничтожество. Да. В чужом городе, в чужой стране, без ничего, без бизнеса, без работы, без жены, без второй половинки. Я сижу вот так. Не олса да, думаю, я шаиш. Дуа окадам, закрылся, встаю, и меня за рукав вот так тянет девочка. Я поворачиваюсь, а там девочка с 2 такими косичками. Здесь у нее проборчик, глазки такие, как уголь, черные. Смугленькая такая, маленькая, лет, наверное, 7-8. И она так руку тянет, аби, бер, и за рукав меня держит. Это сирийские дети были. Да. Всем не можешь дать деньги. То есть, когда ты там уже 3-4 дня побыл, ты уже видишь, что на каждом шагу эти дети, и оно, знаешь... Уже замыливается эта картинка. Да, ты так себя нагрузил и думаешь, сейчас еще ты подошла, и я йохтер так и отворачиваюсь от нее. Она отпускает мой рукав. Момент отпускания этот рукава. Я сюда поворачиваюсь, сюда, чтобы ее просто не видеть, потому что мне стыдно. Есть. И прям здесь джами. И азан зазвучал. То есть это в очередной раз сигнал к какому-то действию. Я только она отпустила руку, я хватаю ее руку, все, что было в правом кармане, так в руку ей вкладываю. Паспорт и у нее, снил, все, да? Да. У нее глазки так заблестели, а я себе накрутил ту ситуацию, что та девочка, которая тогда там братишек похоронила, еще что-то. Я думаю, я себе нафильмовал за пару секунд, что я сейчас спас чью-то жизнь, и я иду, за каждой тягостью наступает облегчение. После ночи по-любому будет день, будут светлые моменты. Да? Я иду уже, и мне уже просто, понимаешь, мне по барабану, что я не нашел цветы,
Ну, ты все деньги отдал, все, что было. Ну, В кармане. в правом кармане то, что было, там, ну, А доллары в левом были, да? да, доллары я не брал. Ну, я и немного с собой взял, чтобы на прогулку. Да. Я отдал, ну, здесь суть не в том, Я в понимаю, деньгах, здесь да. суть в том, что Отдал я, все, что было. не задумываясь, просто вот так вот, знаешь, Да. это вот импульсивное движение было, раз вот так отдал, у нее глазки заблестели, а до этого они были пустые, понял? Я вот посмотрел в бездну, вот, Да. в черноту. И я иду, у меня, понял, такой кайф на душе, я иду, ай, какой кайф. Вот за каждой тягостью наступает облегчение. Я за долю секунды я чувствовал себя ничтожеством, а тут я уже, понимаешь, я император. Вершитель судеб. Да, я иду, я думаю, вот это я кайфный. Я иду, навстречу мне идет около 4 утра, напоминаю время. Идет пара. Пацана Мустафа зовут, девочку не помню как, сложное было имя, турецкое, но девушка была очень красивая, пацан тоже такой модельный, вот прям такой, ну как положено, с гелем, вот это все. Да, да, классика. Стройненький, так одет с иголочки, девочка такая стройная, высокая, волосы ниже поясницы у нее черные, как смола. И они мне идут навстречу, о чем-то разговаривают, и у нее в руках вот такой огромный букет ромашек, и в центре 3 розы. Я подхожу, мерабаныз, қандан чечеклер алдыңыз? Она такая, больше им сенен, и так игриво мне отламывает. Они вот прям как модельная пара, понял? Вот как будто обложка журнала какого-то идет на меня. Я говорю, йо-йо, анама алмастейм, говорю. Она говорит, бусені қысметің, и берет мне весь букет отдает. Сначала отломала одну ромашку, а когда я сказал, анама хыдрам чечек, тап поламаем, она мне берет и вот так отдает весь букет. Парень там как? Жив Парень был? стоит, я говорю, алып поламаем, я говорю, Ну, я понятно, говорю, а в чем неудобно. да ёхтыр? Ну, она говорит, Девочку не бусені догнал. қысметің, и мне пацан говорит, говорит, с ней спорить бесполезно, говорит, ал, эфендим, Они засватанные, наверное, да, уже. он говорит, ал, говорит, уже Всё бесполезно, уже. говорит, все, сен айттың анама, говорит, ал, я беру цветы, поворачиваю голову, а здесь джами. Я от одного джами до второго дошел, и моя жизнь, то, что я искал, оно само ко мне пришло. То есть я, не задумываясь о чем-то, что-то отдал, и мне что-то пришло. В жизни надо, не задумываясь, вот так вот, Олсен, и делаешь. Просто не задумываясь, сделал. Через 150 метров я иду с этими цветами. У меня аж чуть ли, ну, не слезы на глазах от кайфа. И когда я уже шел с этими цветами, я Ты, ну, мне сейчас цветы покажешь. вот хочу тебе, да, показать этот букет. Я шел с этими цветами. Я вижу бутик и фабрику, чье производство я приобретал в Москве по 30 тысяч в 2019 году. Это вот утром там же ты идешь. Да. Я просто вижу, ну, надпись Иса фабрики. Исмаилов. Да. Фабрики, чье производство я брал. Я же не сразу под своим брендом начинал Ну, выпускать. Как бы понятно, да. И на следующий день я прихожу, общаюсь с хозяином, и он мне говорит, ну вот, можем для тебя вот такой ценник сделать. И когда я открыл магазин, у меня цена в магазине была 12 тысяч костюм. Где 30, где 12. А 30 цена была где? В других С Москвы. магазинах? Я с Москвы заказывал этот же бренд Себе. лично для себя и хотел, да. Ну, как бы не дешево 30 тысяч, слушай. Ну, Но для сравнения брали себе по 10 тысяч, пацаны, костюмы. А мне, Не я будешь- же говорю, не будешь говорить, кто, да? да, нет, не секрет, там Все остальные все уже. остальные брали себе тысяч по 10, ну вот наша индустрия, да,
8 тысяч были костюмы. У меня были по 8, по 10 тысяч костюмы. Но у меня были костюмы, к примеру, там я зашел, итальянский костюм, полированная шерсть, баклажановая клетка и штаны, и пиджак, вот прям как я ищу, но они на мне как на Карбабае сидят. Я его взял, полностью перешил, сделал под себя, и в ателье девочка на меня смотрит, откуда ты это все знаешь, говорит, что надо делать. Я говорю, просто можно подогнать, да. Просто интуиция, да? Я брал для себя, чтобы выходить на люди, я должен кайфовать от себя. Я должен кайфовать от работы. Заметно же ты становишься. То есть ты выбиваешься из ряда 8-тысячных костюмов. Здесь момент того, что я взял это сам. Да. Для меня это было важно. Можно же провести и в трико, и в футболке, выйти и говорить каким-то таким красивым голосом, что люди тебя будут слушать и как под гипнозом, знаешь. А здесь момент, что я был Иса, которого никто не знает. Да. Здесь надо как-то показывать себя. Здесь надо выглядеть хорошо. Здесь надо поступками, действиями и подачей как-то удивлять. Да. И вот на то время, я нашел только такой вариант. И меня за счет моих костюмов даже в Ялте были 3 крупнейших мероприятия в феврале месяце. Меня исключительно из-за вот таких ярких костюмов, когда на фоне у всех были черные и дипломат костюмы, меня пригласили исключительно из-за этих костюмов. И когда спросили у заказчика, почему он, они сказали, говорят, вы видели, как он торт ест, да? Да, вы видели, как он с Хуманом ролик сделал. А вот, собственно говоря... Ага. А ты можешь мне отправить ее? Я ее ромашечки. Да. 3 розы, мне 30-ка, понял, вот. Символично. Взял, и для меня это вот было как бы знак, и я просто в шоке. Через 2 месяца я приехал. Обратно вернулся. Сделал закуп. А закуп как я сделал? Подожди, у тебя только что денег не было? У меня денег не было. Да. Я приезжаю домой, да. Заканчивается Рамадан, я работаю свадьбы. В конце июля месяца я 2 дня катаюсь по городу, собираюсь с мыслями и решаю открыть магазин. Спонтанная вот такая мысль. Собираюсь с мыслями, газую, звоню Осман Агашке, Сибтранс. Кстати, вот тоже прорекламирую Сибтранс, вот я у них билеты беру. Базанкелер, да, всегда делаю. Суган есть скидка, да? Да. Вот по этому моменту есть. И с ним мы едем. На тот момент поехал еще Эрфан, который Эрсаваш. Да. У него тогда не было классики, у него была повседневная одежда, у меня была классика. Мы поехали. Когда мы приехали туда, на 2-й день я получаю солнечный удар и отравление. Так. И 2 дня, субботу, воскресенье, я лежу в кровати. Вот такой. В номере. Да. Слышишь изан через окно? Да, я просто не могу встать. У меня только из ушей сера не шла. Остальные все заняты. Все, где жидкость выделяется с организма, везде все выходило с носа, всё кровь работало, валила, все, я просто вот такой трясло, температура 40, страховку я не сделал, надо же, максимально так экономичную поездку. Может, ты эти каштаны поел, печеные? Не, там от арбуза отравление было. Осман Агашке тоже было плохо, но ему чуть легче, чем мне было. И в понедельник у нас вечером самолет. А я не купил вообще ничего, но за 2 дня я собрал позиции, где я хочу, приблизительно прикинул, как я вижу картинку. И мне с утра звонит Эрфан, говорит, Агам, тебе помочь надо? Я говорю, Кадам, если есть возможность, да. И он сагулсон, вот я к нему и отношусь как к братишке, у него вот, в отличие от меня, да, рост и бизнес движется лучше, машалла, потому что он как бы занимается одним делом. Он сфокусирован на магазине. И он мне говорит, помочь? Я говорю, да. И он со мной весь день провел. Мы сделали закуп на мой... Да. Он меня с постели снял. И со мной весь день провел на рынке. Помог мне сделать закуп.
Я вернулся в Крым. Вот за 2 дня, пока я лежал в кровати, я скинул 6 килограмм. Вот там. И я такой вяленький вернулся в Крым. Здесь, когда вернулся, нашел помещение. И уже там с мебелью начал говорить. Мебель мою продали, которую я первую хотел заказать. И вторую мебель я уже там занимал денег. Если бы изначально я знал бы, что у меня нету денег на мебель, Да. я бы, может, не газанул. Я уезжал, у меня была мебель, которую для меня забронировали по хорошей цене, а приехал и заплатил... Мебель ты имеешь в магазине, да? Да. Мгм. Стойки, полки, Ну, шкафы. инвентарь, да. Я вернулся и все начал с нуля. И заплатил за мебель тогда, ну, на порядок Нормально. больше. Но, Аллаха шукур, были свадьбы, и То есть ты буквально вот со свадеб все со это делал? свадеб я держал деньги на заправку машины Да. и на что-то покушать. Больше 1000 То есть рублей столько не же, было в кармане. Мгм. Всегда была у меня 1000 в кармане. Все, остальное все было в магазин вливалось. И опять-таки за следующей сложностью Аллах мне вот опять дал, да, возможность, ну, и он мне показал, вот он мне дал рызк, я прошел через какую-то сложность, Да. открыл магазин, я сейчас тоже через какие-то сложности прохожу, там была пандемия, да, Да, первая да. волна, вторая волна, у меня, я брал денег у людей, чтобы там сделать завоз, потом Товар застревал у тебя там тоже. товар Момент был, застревал месяца на 3, я эти 3 месяца ходил, как, ну, гормональный сбой такой у меня прошел небольшой, потому что я сидел и вроде как не думаешь о ситуации, разговариваешь, а А незаметно ситуация второй... про тебя, думаю. Да, а незаметно ты второй биг-тести сожрал, и сникерс Ну, ты большой. сейчас в на два- мою территорию заходишь. Да, ну я почти, можно сказать, если бы я не стопорнул, я бы побольше тебя был, наверное. Ну, видишь, я не останавливаюсь на достигнутом, поэтому Да. где Ну, ты, где я. у тебя, походу, до сих пор что-то застряло, да? И до сих пор думаю, Товар где-то идет. я до сих пор магазин не открыл, из-за этого я такой, Да, да. видишь, надо было в Да. Турцию ехать. Надо было, надо было. И возвращаясь к моменту, да, то, что ты сказал, думаешь о том, что ты один или Да, не думаешь, да. я опять-таки понимаю, что это какая-то сложность и испытание, после которого мне достанется лучшее. И я уверен, что та, которая мне достанется, ну, она, может быть, будет не королева, но я из нее сделаю королеву сам. Так, Потому что у Скрипа есть, да, такие прикольные строчки. Я никогда не искал королев, я пытался их делать из тех, кто был рядом со мной. Но И люди же не меняются, ты же в курсе, да? не меняются. Это, наверное, такая просто фраза, которую сказал тоже какой-то человек. Думаешь? И я тоже какой-то человек. Просто, знаешь, вот чисто наблюдение, да, как бы я не хочу пользоваться тем, что я старше тебя немножко, но вот ощущение, что вот если бы, допустим, я решал вопрос с женитьбой там в 25, 30, 35, 40, да, вот возьмем 4 таких этапа, скажем так. Вот в 40 это было бы самое сложное решение. Потому что в 40 лет ты уже Слишком умный. не готов на многие компромиссы. Понимаешь, о чем я говорю? Не готов выходить Не из своей готов. зоны комфорта. Нет, вообще это не зона комфорта. Это уже ты настолько находишься в таком состоянии, что ты не хочешь общаться с тем, кто тебе, ну, кто не с твоей материал, знаешь, не с твоей материи человек. То есть ты как будто бы уже не готов Да, я на это понял. время тратить, понимаешь? То есть в 20-25 лет ты такой думаешь, ну ладно, вот там пообщался, повстречался, ну там нормально, пошел там еще с кем-то познакомился. А в 40 как будто ты уже и не хочешь этого делать, понимаешь? Вот такая вот... Это опять-таки из-за того, что Тестостерон? есть какая-то, да, зона комфорта, которую мы себе создали. К 40 годам же ты по-любому себе уже создал, оброс уже тем, что тебе надо. Машина вот такая должна быть, это должно быть вот так. С утречка у меня должно быть вкусная каведа от Храм-Хавеса вот здесь, фильджанчик. Ну, Я есть его такое, да. выпил. Вот с кофем согласен. Дальше пока вот сейчас и, будем разговаривать. и ушел там дальше уже делать какие-то моменты свои, и ты все пошагово для себя сделал. Я по сей день
постоянно борюсь с собой и пытаюсь делать то, что мой организм раньше или не хотел делать, Да. или не хочет. Вот до 30 я подрывался в спортзал, брал сумку и ехал. После 30 этот момент я заметил, что ты просыпаешься, тебе надо встать, взять сумку, а ты думаешь, 8 часов, тренировка в 9:30. Я сейчас в 8:30 встану, нормально. Да. А потом ты думаешь, за полчаса доеду, сразу одетый. Ну, уже опаздываю, И да, потом не уже- поеду. Да, и начинает, понимаешь, эти отговорки. Ну, я понял, к чему ты клонишь насчет, да, но я все-таки не согласен. Я тебе про другое скажу. Что вот представь, что ты меломан, да, ты очень любишь музыку. Ненавижу музыку. К примеру, давай к примеру. Да, Вот не ты люблю слушаешь музыку, да, там, ну, к примеру, не знаю, там, Roxette возьмем, да, это хорошая группа. А тебе 25 лет. Ты встречаешь свою будущую жену, она слушает там, не знаю, ну, Леонтьева, к примеру, да, и ты думаешь, блин, что за дичь вообще какая-то. Но из-за того, что ты переполнен там гормонами, там тебе родственники говорят, да, нормальная девушка, все там, родители говорят, ты давайте, балар, ты, что вы там просто клазите, бабушки говорят, давай быстрее. Тебя это заворачивает, и ты создаешь семью. И к 40 годам ты как будто бы, ну, нравится Леонтьев, да и нравится. Да черт с ним, Да человек нет, нормальный. можно же послушать Роксет, а потом Леонтьева. Ну, не всегда. А вот Ну, теперь два ты... раз пусть Роксет будет, один раз Леонтьев. Это очень мудро. всё, ну, это мудро. То есть Но надо если же, в наушниках, не громко, да, не на весь дом. надо же какие-то компромиссы. И вот теперь ты в 40 лет встречаешь человека, которого ты не знаешь. Вот ты вот только приятная девушка, все. Она включает Леонтьев, ты говоришь, все, пока, до свидания. А я такой сзади стою. Я буду всегда с тобой. Да, Она да, да. такая. Вот, И она, кстати, если Роксет потом подпоет тоже, то значит коннект есть. да. Ну, а Но иначе... потом на другом можно споткнуться. Но понимаешь, да, в 40 лет столько травм уже получается у человека. Вот очень много. И ты уже понимаешь, ты в 25, ты условный кружочек такой, да? А в 40 ты уже звезда, короче. У тебя везде грани, у тебя везде какие-то, это мне не нравится. Ты совсем уже определился. Ты даже определился с тем, какие тебе сериалы нравятся, какие ты фильмы смотришь, как ты быстро ездишь. Нет, я пока определился только то, что я гетеро Это хорошо. до этого времени. Ну, И подозрение просто, да. да, но нормально. я слышал за себя, скажем Серьезно? так, да, что я, оказывается, какой-то не такой. Была даже ситуация как-то, ну, я же люблю яркие вещи, знаешь. Да. И вот в цветастых штанах такой я стою и... Пижамные там у тебя еще Да, есть да, да, варианты. такие. И парниша мне в компании говорит, ну, словесно хочет подколоть. Но не в сауне вопрос, да, был? Нет, ну я же в штанах был. И там типа вот штаны, там так и так, а ты же там этот сладкий. Я говорю, ну спроси у сестры, говорю, своей. Тынк. Хотел пошутить, да, не Да. буду. Хотел пошутить, и он раз. Почувствовал, да, что можно и в нос получить Да. теоретически. А Дальше. теперь я почему задел Да. близких? Это максимально некрасиво, да, задеть родного человека. И я добивку говорю, у мамы тоже можешь поинтересоваться. Я хотел И сказать, видишь, я не решился на эту шутку. И я уже начинаю человека провоцировать на Да, конфликт. да, да. То есть не я начал эту войну, но если он пришел с мечом, пусть будет готов держать оборону. Либо Да. зачем он вкинул слово и Ну в да. кусты. Я сразу бить человека за предъяву, что я там заднеприводный, да? Да. Зачем, если это не так? Да. Че, правда, глаза колет, что ли? Да нет, я Тоже нормальный мужик. Я в себе максимально уверенный мужик, что мне нравятся женщины, что... Ну, можешь не оправдываться, в принципе, это понятно. Да-да-да, пожалуйста, поверьте мне, сладенький мой. И да, я в себе уверен, но он вот сказал, и я хочу зацепить его так больно, чтобы он на меня газанул, и это все переросло Официально в дать по Да, голове. официально, да, вот. Но он не решается. А за ощек, да, по нашим мусульманским канонам, Ну, нежелательно ущерб, да, да. палками забивают человека. Вот Не, я тоже не люблю ущек. Что ты на меня Да. так смотришь? И палки Да. не люблю. палки. Ну, палки нормальная тема. Да.
Ну да, то есть видишь, получается, что и тот самый еще такой тонкий момент, что человек, кто тебе чужой это сказал, если бы это был какой-то твой, ну, Ну, более-менее не близкий близкий, но человек, мы все в одной компании были, то есть я этого человека знал, и в А. компании, когда он ляпнул, он бык, раз заднее, пацаны мне, ты что-то жестишь, там этот. Говорит, ну, самое святое задеваешь, да? Я говорю, подожди, ну да. я жестю, он сейчас, говорю, при вас говорит, что у вас корефан, ну, ненормальный, и как бы мне, лично мое видение, что это нездоровые больные люди. Ну, подожди, это кто вот эти вот... Давай говорим вот так, за мужиков, которые спят с мужиками, за женщин, которые спят с женщинами, я считаю, что такого не должно быть. Никакой толерантности нету. Нету к ним никакой толерантности, жалобы. Я на них смотрю, ну... А встречаешь вообще их? Бывало, да, что встречал. Они, сука, иногда сильные бывают, кстати. Смотри, где встретил. Заломать могут. Нет, по сути, где-то встречаешь, и понятно, ну, там человек, то есть это не скрывает, но я пытаюсь избегать встречи, просто, ну, сказать противно. Ну, некомфортно просто. Да, давай скажем, мне противно. Оглядываешься, к Всё. стенке жмешься. Потому да. что мне кажется, это неправильно. Не, ну, Ну, не мне кажется, мне вообще. кажется, что... Вообще это Скажем максимально так, неправильно. Скажем так, да. Ну, да. А вообще ты вот, ты знаешь, я одного как-то человека смотрел, он таджикский бизнесмен, и вот у него спросили, вот для чего вообще деньги нужны вам, да? Он говорит, деньги нужны для того, чтобы просто сэкономить время. Вот условно говоря, ты там в 30 лет открываешь магазин. Мотивация какая? Заработать деньги. Нет. А что? Первая мотивация была, что я смогу делать по доступной цене, Да. и помимо меня, те, кто ищет вот такую одежду, яркую, пеструю, где-то такую стильную, кайфовую, что они смогут ее найти более по доступной цене, и что наш джемат, приходя на мероприятие, будет шикарно выглядеть. Первая цель была вот эта. Серьезно? Да. Ну, Мне нравится эстетика. Мне нравится, когда люди красиво выглядят, ну, красиво одеты. Я вот подчеркнул бы, да, там, к примеру, если мужик, хороший костюм у него, и видно, что он кайфово на нем Да. сидит, ну, приятно, вот можно оценить этот костюм. а ты прям веришь, что ты можешь изменить, да, эту ситуацию? Но не только я, а вообще в целом, посмотри, на данный момент предприниматели наши, которые в Крыму, Да. в этой сфере одежды, достаточно преуспели. Они делают новые шаги, да, где-то вот брендированные футболки сейчас ребята делают, да, Да, с да. нашей крымско-татарской тематикой. Это наш Дев, у нас Дев, есть бренд да, новый, интересный. красавчики, Красавцы вот машалла. здесь рядом. Нету никакого духа конкуренции, исключительно момент радости, что, ну, чуваки придумали свежую идею и воплотили ее. Ну, вообще, по-моему, слово конкуренция не подходит. Да. Сколько людей? Больше положенного мы не возьмем, и меньше тоже не возьмем. Значит, мне надо думать что-то тоже интересное, чтобы у меня тоже что-то выстрелило. Ну, тогда получается, смотри, если для тебя деньги не мотивация, хотя, как по мне, это абсолютно нормальная история, что человек хочет заработать деньги, потому что Да. деньги — это просто ресурс, да? Деньги, мотивация, вот опять-таки, видишь, возможно, для меня это не мотивация, что я, ну, почему я не гонюсь за деньгами, потому что сколько раз я сталкивался, что люди в погоне за деньгами теряют человеческие отношения, Да. теряют друзей, теряют любовь. У них есть огромный дом, но в этот дом никто не приходит. Офигенная Может, тачка. ты не видишь просто. Может, приходят, но за деньги. Но едет в машине, а в этой машине он сам слушает музыку, и никто ему рядом голову не покачивает, да, вот с ним вместе не напевает. Ну, зачем это надо? Ради Не, ну, чего? слушай, это ты В какие-то частности, крайности какие-то В частности, мужики, мы по своей натуре, все, что мы делаем ради кого? себя. Ради женщин мы это делаем.
Как ни крути. Мы бы до сих пор жили в пещере, накрывались бы шкурой мамонта, кушали бы шмат мяса вот этого на костре и думали, какой бы кайф. Нет, она же по-любому вот так вот с угла выглянула и сказала однажды вот этому неандертальцу: посмотри, у того в пещере там этот... Мимета. Да, у Мемета в пещере посмотри, там рисунки на стене, нам тоже надо. На, вот, возьми уголечек и рисуй. Он... А он не скажет, иди к Мемету? Тогда у мужиков все нормально было с тестом. Ну, А ты знаешь- это же женская мудрость. Где-то подпиливая женщины это делали, где-то она говорит, а вот прикинь, у них вот так, и он ради того, чтобы у нее там что-то тоже внутри колыхнулось, он раз сделал, два сделал. Потом мы, мужики, пытаемся там создать максимально зону комфорта, да, чтобы дети, чтобы жены, чтобы родные... Жены, ты хорошо сказал. Да, Как в да, воду смотрел. 4, да, можно. Чтобы они были максимально в комфортных условиях, жили, и если они счастливы, жена, если счастлива у тебя, То и теща счастлива. то и теща счастлива, и ты будешь счастлив, потому что у тебя будет рубашка поглаженная, покушать тебе сделают, и тебя, когда вот так встречают, это лучше, чем вот так, да? Ну, с рубашкой как бы не точно, но Ну, ты лен вероятность высокая, что Да. поглажено будет, да. Но ты знаешь, я вот это мнение я слышал про то, что вот ради женщин все делается. Ты знаешь, мне кажется, что не для всех это подходит, потому что мне кажется, что задача мужчины — это реализоваться как провизора, как создателя. Вот ты, допустим, открываешь магазин, ты создаешь то, что до этого не было на этой планете. Ты идешь как по пути создателя. То есть ты создаешь какую-то среду, ты там делаешь благо, ты распространяешь положительную информацию, ты меняешь облик людей. Вот ты как в этом свою миссию видишь. И когда ты, допустим, живешь, у тебя есть семья, да, ты хочешь и это пространство тоже сделать таким, в которое бы приходили твои друзья, там, это было бы какое-то интересное место. Мне кажется, это немножко больше, чем просто потребность женщины, вот, знаешь, вот в этом месте. Там не потребность женщины, а в целом, видишь, я тебе просто подчеркиваю, что когда у мужчин есть там жена, дети, то они пытаются заработать денег, чтобы больше позволить поездки, вкусняшки, Да. комфорт. Да, У них степень мотивации гораздо выше, чем моя степень мотивации и нужда в деньгах. да. Я это проснулся, понятно. у меня есть сковородка, хорошую сковородку себе взял. Я на ней приготовил кусок мяса, поджарил яички, поел овсяночки. Фантастика. Да. Пошел делать дела. Все. Так это так же и с женой можно делать. Ты уже думаешь, вот, а к мясу было бы прикольно, вот здесь гранатовый соус какой-нибудь. Да, чтобы красиво, чтобы какой-нибудь смайлик на тарелочке нарисовать, чтобы она посмотрела там. Заценила. Да. Ну, потом иногда- будешь всю или- жизнь смайлик рисовать. Да. Ты в курсе, да, про это? нет, Один раз покажешь, что ты умеешь готовить, все, ты будешь на кухне сидеть. ну, это ж зависит, как себя подашь, наверное. Периодически Ой, надо ой, их- Са, это... мне Периодически кажется, что надо много их баловать. сюрпризов. А ты умеешь готовить? Ну, скажем так, смотри, я люблю приготовить для семьи. Вот так вот. Но сталкиваюсь с проблемой, что когда ты постоянно не готовишь... Но постоянно жена ты- знает, что ты умеешь готовить. Ну, конечно, что я И за чё, ты 15 всегда лет не готовишь? спалился, что ли? Нет, Ну, да, видишь, ты же себя подал. да. Не, ну я просто как сказал, так было, понимаешь? Но не все же такие, ну, львы, понимаешь? Да. Тигры. Вот, поэтому так вот. Ну да, это интересно. Но вообще, ты знаешь, мне кажется, что когда ты говоришь, вот ты вот сейчас сказал пример, да, что ты там богатый, там один в доме, один в машине, вот это какая-то такая гиперполизированная итог стремления быть богатым, да, там как-то наживы какой-то, ну, какой-то умалишенной, да. Но классно, когда когда у тебя семья, да, классно быть вот с деньгами на самом деле, да. То есть ты вот Классно, этот кайф конечно. другой совсем. Вот ты Можно быть и счастливым и богатым, и счастливым бедным тоже. Но богатым быть гораздо приятнее, конечно. Ну, есть счастливым. такое ощущение, да. Не проверял еще, но мне кажется, что есть такое, да. Да. Поэтому здесь момент. Конечно, с деньгами жить легче и кайфовее. Можно и себе все позволить, и родным все позволить. А вот получается, что, ну, ты из простой семьи, правильно?
то есть, ну, не богатой семьи. То есть вот я тоже как бы... Среднестатистическая Да. крымско-татарская Если так семья. можно мягко сказать, да? Ну, обычная такая семья. У тебя не было такого стремления вот заработать деньги, там что-то доказать, там на красивой машине домой приехать, чтобы там увидели там, ну, соседи какие-то. Вот это в тебе не сидит? Никогда никому ничего не хотел доказать. Только там для родителей было приятно, когда вот, ну, действительно, покупка машины, первого моего автомобиля, именно иномарки, в 26 лет, я с Москвы сам пригнал. В промежутке между свадьбами я газанул и за 2 дня пригнал себе Форд Мондео тогда. И момент, что мы ехали, я отцу даю ключи, говорю: баба, айдан сосуйге. Отец едет, Анашка спереди сидит, сзади падает луч на торпеду. Отец с матерью сидят вот так. И бабашка там говорит: да, Ну, не дурака вырастил, да? Да, яхши машина кете, ну, условно, между строк ты читаешь, что Довольно. они, да, тобой гордятся, что ты не какой-то там вырос наркоша или там не Ну, тот как человек. будто бы читается, да, вот это вот переживание в глазах Да. родителей, что какой-то дурак растет, да? Да, но частенько я слышал, что я дурак, ну, в хорошем плане. Ну Вот да, что-то да. сделаю, Да. там, вот в деле там, Да, вот да. это нормальная тема, ну, Да. проскакивала. Но без этого никак, да. Нас не так часто в детстве родители хвалили, М. особенно, вот знаешь, там мы попадали, где в компании, ну, за что-то можно было сказать, вот это мой сейчас, да, Мой, да. да. А другие: вот мой поет, мой танцует, мой еще что-то, мой еще что-то. А мой КВНчики плачет, да? Да. Нет, там уже это уже во взрослой жизни. А а мои там ничего такого не выпендривались с нами, что вот мы такие. Мгм. Ну, наверное, чтоб кости местные, так-то мы все там охеренные втроем дома, дети. Ну да. Родители хорошие проекты создали, конечно, мои. Ты знаешь, вот я на тебя же подписан, и я всегда с таким, знаешь, с особым кайфом смотрю, когда ты домой приезжаешь. И вот это, знаешь, такая в хорошем плане такая деревенщина, да, когда там стоит литровая банка катыха, там вот это вот все такое домашнее, все такое простое. Ты вот это вот специально делаешь, вот это вот... Абсолютно не специально. Вот ты просто показываешь, как есть, да? Просто как есть сейчас, зачем мне звонить, говорить, что я приезжаю к Анашке, Мгм. к отцу, к бабама, да, вот я приезжаю домой в те стены, где я вырос. Мгм. Вот я вырос в таких условиях. Мгм. Мне в 4 года купили корову, потому что я мечтал стать чобаном. Мгм. В 7 лет я доил коров сам. Мгм. И мне это в кайф. Я прихожу в сарай, я искренне кайфую от крупнорогатого скота. Вот это, ну, я не с Индии, но все равно у меня есть кайф, да, вот, На всякий случай распечатал, да, фотографию? да, дома висят вот коровы на стенах. Ну, И да. я домой приезжаю, она должна на меня больше времени тратить, чем подготовить какую-то посуду или еще что-то, чтобы это красиво выглядело. У каждого крымского татарина дома есть галоши. Но каждый, вернее, не каждый, Не все показывают. но большинство выкладывают только фотографии из Дубаев и в красивых вещах. Это вот с Ахтемом мы когда разговаривали, мы вот насчет этого смеемся, и он так тоже говорит: у каждого есть галоши. Я говорю: ну, фотку выставляем только с Дубаев или там со Стамбула. У меня, если посмотреть, я где-то в костюме, в шикарном, там где-то завтра могу на сенокосе быть. Я могу в коровнике навоз разгружать, а через пару дней там вести свадьбу, где декорация, да? где декорация, просто декорация на 1,5 ляма. Мгм. Что А ты сказать? Это жизнь. Ты не просто знаешь, я почему тебе говорю, вот, допустим, у меня это принятие это произошло лет 5 назад.
вот знаешь, села условного. Не в том, что я в себе село принял, я начал к селу по-другому относиться, потому что раньше, когда я начинал снимать свадьбы, там мне было там 25 лет, что-то такое, и мне казалось, что свадьба в палатке — это какой-то зашквар, короче. Там даже было время, когда мы не брали эти свадьбы. И я спрашиваю по телефону: свадьба где будет, в зале или по палатке? Все, палатки не работают. То есть было такое высокомерие к палатке. Вот. Потом, получается, прошло какое-то время, и по такому удивительному стечению обстоятельств последняя моя свадьба была в палатке. И я просто ощутил вот это вот принятие вот этой всей движухи, вот этого села, вот этого деревенского домика. Мы же все у бабушек были, да. Все вот эти вот банки с хатыхами, это все абсолютно родная штука. Это, ментальность, колорит. да. Наш колорит. Я не говорю про то, что, типа, знаешь, ну, тебе не стыдно там такие фотки. Нет. Я тебе говорю про то, что ты сейчас сказал, ты работаешь на мероприятии, где там 1,5 ляма только декорации, они заходят в Инстаграм, чтобы тебя заказать, а ты там коров пасешь, условно говоря. Да. Я просто знаю многих людей, которые в твоем сегменте работают, они тщательно это скрывают, чтобы был такой образ, лакшери такой, знаешь, какой-то там недоступности. Я хочу, чтобы меня звали не как ведущего. А как человека? Я хочу, чтобы меня звали как Ису. Вот есть такой Иса. Все, вот он вот такой. Вот не исправишь. Бей его, избивай, топи, жги, но он не поменяется. Все. Вот он вот такой, у него такие взгляды, он может что-то выкинуть в моменте, но это человек, который, по сути, столько лет, 11 лет проработал, и никого на свадьбе нигде там Не обидел. не обидел. Ну, может быть, были какие-то там легкие, да, обиды человеческие, но тем не менее я старался максимально делать так, чтобы мероприятие у людей получалось хорошо. И все равно же какое-то имя я себе создал, что, которое уже тире там, что в уровень, да, не дилетантов, а людей, которые этим занимаются достаточно неплохо. Да, как минимум несколько имен ты себе сделал. То есть, Да, я куманный царь, повелитель гинекологического кресла. Да, есть такое. Да, пожиратель тортов. Но, по сути, знаешь, вот эти все моменты, где-то и черный пиар должен быть. То, что я делал, надо это воспринимать как юмор. Никого не хотел там обидеть. Я где-то там проходил редактуру, у знакомых скидывал. То есть у людей, у которых там тоже чувство юмора плюс-минус. Ну вот мы схожи. Как, нормально? Да, нормально. Ну, залил. Всегда будут недовольны. Всегда будут люди, которым что-то не нравится, которые чем-то в жизни обижены. Мне, если не нравится, я пролистал дальше, не смотрю, не обращаю внимания, не комментирую. Ну, вот такой вот человек. Угу. Все. Какие вопросы, да? Да, ну, сер-7, мне не кайф, Но ты же должен хай понимать... живет. А мне тип пишет. Я на 23 февраля написал, что не поздравляйте Крым, ну, меня не поздравляйте, хотя бы меня не поздравляйте в этот день, не говоря уже о всем народе, потому что для нас это не праздничная дата. Я не служил, не воевал, ничего не делал, если это связывать с Днем Отечества, с Днем Защитника. Я 365 дней в году, я остаюсь мужчиной каждый день. Мне не надо отдельно выделенный день, чтобы быть акаем, который принимает поздравления. Но есть из этих 365 дней день 23 февраля, смерть Номанча Биджихана, и 18 мая депортация. И эти две даты такие значимые для нашего народа, такие трагичные, что я решил это, ну, скинуть и тоже обозначил, не поздравляйте. И мне Бзын Халктан человек пишет, ну это уже ты перебор, кадам там туда-сюда, взрослый мужик, 40 плюс, пишет. Ты его знаешь лично? По фотографиям, да, то есть 40 видел. плюс сказал, 40 плюс это рядом с тобой. 40 плюс, ну агам. На год старше, я уже к тебе обращаюсь даже, агам, потому что ты старше меня. У нас вот как бы год мы уже ага говорили. Ну, так дома приучили. И пишет мне, я, говорит, от тебя отписываюсь. Ну, типа, подожди, нет!
Останься, я исправлюсь, поздравь меня. Зачем? Он мне решил написать, ну возьми, удались, если тебе не понравилось. Да иди катись ты, иди поздравляй там хоть с 14 февралем, хоть с Днем носков поздравляй друг друга. Мне без разницы. Чувак, ну, кто Ну, ты, что ты? да. Почему ты решил, что ты пришел, вот сюда написал мне какой-то там, что я ничтожество, я говорю, Бағышлар сағам, говорю, ну, ваше дело, говорю. Вот так написал. Ну, это же простая штука. То есть ты на сцене, тебя видно, тебя знают, а тут человек сидит там у себя в комнатушке и пишет тебе этот комментарий. Он же хочет прикоснуться, понимаешь, к тебе. А ты, если ему ответил, значит, он примерно на твой Ну, уровень сравнялся. знаешь, я пытаюсь там отвечать, но, к сожалению, там вот порядка 800 там сообщений висят, которые Да, ты долго отвечаешь. я долго По себе отвечаю, знаю. потому что я Звезда. пытаюсь жить. Я не пытаюсь жить, я хочу жить. Тебе секретаря нужен, который Да. будет сообщение читать и отвечать. Ну, Инстаграмом все не заканчивается. Раз, что-то сел, ребята, вот Да. так и так. Минимум движения, там, минимум монтажа, там, если это не юмористический ролик, там, минимум монтажа, максимум полезной там информации, текста, там, где-то шуточная, да, что-то раз снял, закинул, все, не тратить на это максимально внимание и время. Там бывает иногда просто вот люди пишут, я пытаюсь вот по мере, там, как у меня есть время, я пытаюсь, Да. открываю, не прочитанный, и пытаюсь всем ответить, какую-то реакцию отправить. Не то, что я там сверхзанятой человек или еще что-то. Просто человек же написал, ему надо сказать, Саул, там, если там с мамой выставляю ролики, очень много людей Да. там на ее день рождения, о, там так и так. Мне приятно, я пишу Саул, Да. там сердечко отправляешь людям, чтобы они понимали, что есть обратная связь. Я однажды попросили меня о помощи, я оказал помощь людям, ну вот так. И они, когда я пришел, а как? А ты этот? Я говорю, ну, Ты по земле ходишь, да? чаре олғанда, говорю, ну вот, как бы, Лям туда, лям сюда, да? там дело не столько в деньгах было, просто у людей был момент, что надо было помочь чуть-чуть. Больше, наверное, даже морально. Ну, внимание, Там не внимание оказал. внимание и морально и поддержать, и натолкнуть, помочь, выделить время, чтобы у них там в дальнейшем все в нужное русло пошло, да, семейные Ну, ты же не моменты. семейный психолог, да? Просто я сейчас Ну, пытаюсь понять. очень много, кстати, вот бываю в этой роли, но тут была другая ситуация, и люди на меня смотрят, говорят, вот как ты, зачем оно тебе надо? Я говорю, ну, сізге ярдам керек. Я говорю, ну, значит, я говорю, Вот он я, да? ну, не, говорю, через меня, значит, Аллах в этот раз решил что-то хорошее сделать. Я просто, говорю, связующее звено. Тем более у тебя имя такое. Да. Эта ситуация была, я ехал с Виллина, ехал с Симферополя в Виллино. Это был мой первый или второй курс, когда у меня не было денег, я зарабатывал грузчиком. Мы там разгружали фуры, картошку разгружаешь, потом отмачиваешь руки, лук разгружаешь, потом купаешься в одеколоне, потому что это трэш. Запах такой, приходишь на пары, сидишь, и этот такой кокоч харла именно, арефедакалар. И я еду такой подуставший, Виллино, и Битайка заходит на какой-то остановке, такая, раз сумки ложит. Ой, божечки, как тяжело, божечки, помоги. Я вот так раз... А я сидел как раз в этот момент. Я вас слушаю, она такая, что? Я говорю, присаживайтесь. Она такая, ой, спасибо, внучек, спасибо. Ну, там не бабушка, да, там женщина преклонных лет уже такая. 60 плюс. Да, такая с сумочками зашла, просто она такая, ой, божечки, как тяжело, ой, божечки, помоги. И такая выдыхает. Я говорю, я вас слушаю. Она такая, что? Я говорю, присаживайтесь. Ты не в сауне был? А я как раз с хаджа возвращаюсь, да? Да.
Ну и что, и вот живем сейчас вот с ней, Да. с ее дочкой. Да, машалла. Дальше. Ай, Сау, в общем, будем потихоньку заканчивать. Будем заканчивать. Ты помнишь, мы с тобой как-то батлили, Да. что ты там скинешь? Короче, смотри, ну, не то, чтобы мы батлили, ты мне как сказал? Ты сказал, что когда ты будешь 100 килограмм весить, Да. ты мне подгоняешь хороший костюм. Да, от своих слов не отказываюсь. Вот на видео мы с тобой фиксируем, Всё. чтобы у тебя был стимул. 100 килограмм это в одежде или без одежды? 100 килограмм это может ты хоть без одежды, как этот, чтобы тебя даже могут принести люди, вот как Хабиб аж приносят вот так на весы. Как поставили. Вия вытащили, да? Вот чтобы у тебя была мотивация, я тебе дарю сначала кофер, который... Пустой, да, получается? Пустой, да. В который, иншаллах, я надеюсь, что в 2024 году ты мне наберешь и скажешь, Иса. До конца 24 года? Ну, я надеюсь, что Мгм. как бы любой момент, когда ты сделаешь, если у меня будет тогда магазин, то я от Ну, своих так не слов... говори, что ты... Если, Ну, иншаллах, будет, что ты мы, работаешь. иншаллах, да, вот на это. Вот такой чехол я тебе дарю. Машалла. Слушай, это прям серьезная мотивация, я тебе Да. честно говорю. Если с нашей стороны нужны будут какие-то советы, там где-то тебя палками бить надо будет. Не, лучше по питанию объясни, палки не надо. Да. Не, То- на самом деле, как бы, что хочу сказать, что, ну, работаем. Я уже потихоньку в зал хожу. Ну вот мы зафиксировали это Да. с тобой на видео, иншаллах, будем ждать. Ну, 100 килограмм это прям серьезно для Это меня. серьезно, Да, да. Ну да. тебе есть что скинуть. Да, есть о чем подумать. Я тоже вот, кстати, чуть-чуть подскинул. Ты тоже к 100 подошел? Я к 100 очень близко подошел в этом году, был У тебя какой рост? 94, 1,78 м. Ну Я да. был 94, ну, начал с 91, ну, такой, Да. чуть-чуть животиком, скинул 87, потом стал 94 на железе, ну, Да. залился, Да, такой да, да, крупный да. стал. Чувствуешь силу, чувствуешь дурь, чувствуешь, что вот, ну, но когда ходишь, вот начинает там со временем быстрее утомляешься и Ну, колени обслуживать же начинают. надо все это. Да, там топливо надо. И просто-напросто столько кушать белковой еды, это тяжело. Ну, и когда ты постоянно Когда, в в принципе, не разъездах... обжора, да, еще? Да, нет, когда ты обжора, это четко. Но когда ты хочешь, когда ты обжора, ты хочешь бургеры, а здесь у тебя, к сожалению, надо там курочка без сладкого, без этого. Так вкусно не получается, когда ты ездишь. Если ты Да. на кухне постоянно, то это можно регулировать. Ну да. Поэтому такой момент. Не пей, я сейчас тебе другой сварю. Не-не-не, Он уже горький. Я люблю холодный хаве. Вообще, Ты сейчас людей я- плохому научишь. да, я вообще хаве не пью, Да. честно говоря, но вот на мзмс Только давай этот... написаны тарелочки, Да. финджанчики. Но он просто сейчас очень горький, очень крепкий. Он Карам- сейчас передержался. Карам хавесы, вот я долбану с тобой Давай. хоть один глоток. А у татар есть такой одет, что они вначале всегда ставят хаве, чтобы Да, перебить да. аппетит. Не для Чтоб этого. потом- Не для этого. Они ждут, пока казан разогревается, и кофе откликают всегда. Видишь, ну, по историческим моментам к тебе я хотел пошутить. Ну, блин, ты предупреждай. Да. Для Сау, Вирага, Сау за Сау, приглашение. Да. Но мы если ты позволишь, мы первая часть всего. Ты видишь, я даже вопросы не открыл. Как бы у нас там еще есть моменты, хотелось бы с тобой поговорить. На самом деле, вот я быстренько 2 слова скажу. Я, честно говоря, примерно понимаю, какой ты человек по жизни, да, там, вот ты говоришь, там, я каждый день мужчина, вот я со всем этим делом согласен, да, и мне кажется, что у многих людей сложился такой образ Исы Исмаилова, который вот только в Инстаграме тебя видят, да, и думают, ты вот такой вот по жизни. И мне кажется, что вот одна из задач этого подкаста была показать твою вторую сторону, которая вот очень даже про жизнь. Понятно, что кто тебя хорошо знает, твои КВНщики, соратники, друзья, естественно, они знают, какой ты по жизни. Но так как ты медийный человек и блогер, мне кажется, что людям будет интересно посмотреть и вот на эту сторону твою. И вот это преодоление, про которое ты говоришь, да, вот меня оно всегда подкупает. Когда человек без денег, без ничего, он начинает что-то делать, что-то получается, и он как куда-то движется. Знаешь, есть какая-то
какой-то вектор, какая-то энергия. А не так, что ты как бы родился в богатой семье, и ты просто думаешь, да, там, темку Ну, какую-нибудь. родиться в богатой семье надо просто... Заслужить тоже надо, Там да? надо поддерживать статус потом. Но это Вот проще, чем зарабатывать с нуля. У меня есть знакомые, которые достаточно хорошо себя чувствуют, но при этом простые, как 5 копеек, Ну, скажем, классно да. же. Круто, что они могут, вот как если я тягаю мешок, то он возьмет с другой стороны. Мгм. И этим поступком уже все объясняется. Да. Не надо заказывать, да, возьми там рабочих или еще что-то. Да, можно позвать, можно, чтобы еще кто-то заработал, это круто. Но когда вот сейчас надо это сделать, когда человек приучен к труду, Да. то там не имеет значения, он из богатой семьи или он из бедной. Он просто, если человек умеет работать, Просто готов руки испачкать даже да, в этом это плане. уже вот показатель. Да. Сау, Сенсал.